Приветствую вас, энергии Овны, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 17 по 23 марта. Смотреть будем прогноз на круглой колоде. Овны. Период меня интересует с 17 по 23 марта. Недельный прогноз. Покажите мне 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, деньги и здоровье Овна в этот период. 5 карт подряд. Овны. Настроение, первая карта, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и здоровье, самочувствие. Так, конечно же, кубики смотрим. Покажите мне информацию для Овна в период с 17 по 23 марта. 8-й дом. Ну, у вас неделька будет достаточно такая кризисная, потому что 8-й дом — это у нас дом неприятностей, проблем, кризисов, сложностей. И особенно это может быть связано с крупными суммами денег. Поэтому будем смотреть потом, что вот эта карта покажет. Обычно это какие-то проблемы там с кредитами, займами, штрафы, налоги. Там могут быть какие-то проблемы с налогами, налоговая система. В общем, будем смотреть. Ну, 8-й дом — это всегда непросто. Дальше, значит, Овен, ну, ваш знак зодиака. Не знаю, то ли тут вы много времени будете уделять себе и своим, да, каким-то проблемам, чем общению, контакту с другими людьми. То ли, может быть, если в окружении есть другие Овны, тогда это может быть другой человек, тоже по знаку зодиака, как и вы, Овен. И смотрите, и еще влиять на вас будет Плутон. А Плутон — это у нас тоже планета переворотов, трансформаций, взрывов. Когда идет влияние Плутона, вот что-то как нарыв прорывается, да, скажем так, в нашей жизни. Ну, опять же, будем смотреть. Иногда проигрывается как давление очень сильное со стороны там социума, других людей на нас проигрывается. Поэтому сейчас будем разбираться. Карты должны показать, где этот взрыв может быть. Смотрим в первую очередь ваше настроение. Паж кубков. Ну, в данном случае паж кубков просто показывает, что вы точно будете очень-очень сильно эмоциональны. Это то состояние, когда ты не владеешь собой и не контролируешь свои эмоции. Это как ребенок. Да, вот если у него истерика, то он не может проконтролировать это, да, вот это состояние. Он его не может ни остановить, ни объяснить. А просто вот истерика началась, она, ну, сама собой, да, там, со своими процессами закончится. Поэтому здесь вот паж кубка в вашем случае это просто эмоциональность, это неумение контролировать и держать себя в руках. Это, знаете, такие состояния от крайности к крайности. То вот буквально там чуть ли не на 7-м небе от счастья, то у меня там глубочайшая какая-то депрессия. Вот это может быть по пажу кубков. Когда мы каждую ситуацию проживаем, ну, как-то чрезмерно. Ну, сейчас будем смотреть. Ну, эмоции. Тут никуда от них не денешься. Будете на эмоциях. Смотрим по сферам. Личная жизнь. Маг. Маг — это хорошо. Маг может показывать, что все в ваших руках. В личной жизни все будет зависеть от вас. Вот как вы захотите, так и будет. Хотите, чтобы была любовь, романтика, там, цветы и так далее? Пожалуйста, карты говорят, все в ваших руках. Не хотите заниматься личной жизнью, вы и не будете заниматься. Здесь будет ровно так, как хотите вы. Потому что маг — это когда все в моих руках, и я делаю по-своему всегда. Также, что у нас еще маг может показывать? Ну, это начало, потому что единица. То есть тут очень большие шансы, например, построить отношения, пойти там на первое свидание, познакомиться. Опять же, скорее всего, инициатива будет идти от вас. Ну и плюс карта эмоций показывает, что вы на эмоциях, допустим, кто-то понравился, и вы не можете сдерживать эти эмоции, вы их проявляете. Ну и таким образом это помогает вам контактировать с другими людьми. Поэтому здесь, в принципе, карта хорошая для отношений. Главное тут как бы не перестараться по магу, чтобы все это не переросло в какие-то там манипуляции. А так, в принципе, карта говорит, что вы можете все. Вот все, что вы хотите, вы можете получить в личной жизни на этой неделе. Поэтому я не думаю, что здесь вряд ли будет какая-то проблема. Смотрим дальше. Работа. Двойка жезлов. Выбор. Двойка жезлов.
Это как раз выбор, связанный с работой. Желание, тут знаете, еще как может проигрываться, желание развиваться в работе, двигаться дальше, пробовать что-то новое, открывать какие-то новые двери, новые горизонты перед собой. Ну, допустим, там будет ощущение, что я уже засиделась на этой работе, мне хочется чего-то нового, мне хочется развития, мне хочется новую должность, там, подниматься по карьерной лестнице, расширяться в своем деле. Вот двойка жезлов — это всегда про захват новых территорий, когда вот там, где я нахожусь на данный момент, я уже все освоила. Тут уже как бы мне уже неинтересно, скучно. И двойка, вот мне хочется куда-то двигаться дальше. Часто проигрывается как не только наше желание, да, есть иди дальше, а иногда появляются какие-то предложения. Допустим, извне приходит предложение, и это предложение ставит меня перед выбором. Оставлять все как есть или попробовать вот этот новый вариант, рискнуть. Тоже вот, может быть, у кого-то таким образом проиграется. Но опять же, карта хорошая. Это не про кризисы, это не то. Здесь наоборот, появляются новые возможности и открываются новые двери для вас какие-то. Поэтому тут вот, возможно, даже жизнь поставит вас перед выбором. Но опять же, неделя не обещает быть активной. Вот в плане сказать, чтобы она была сильно какая-то там бурная деятельность, нет. Наоборот, здесь как бы мало действий, а больше раздумий у вас будет. Желание, знаете, как еще говорят, погнаться за двумя зайцами, может быть, когда хочется человеку сохранить и одно, и другое, но все равно долго у вас так не получится. Все равно придется делать выбор. Параллельно двумя работами вы не сможете заниматься. Поэтому чем быстрее вы примете решение, тем лучше. Но тут как бы тоже карта хорошая. Если вы ищете работу, может быть, даже два варианта. Так, два предложения. Смотрим деньги. Вот мне сильно интересна вот эта карта. Паш жезлов. Паша жезлов. Значит, пажи — это тоже какие-то, опять же, начинания, какие-то предложения. Это как, знаете, как первый росточек, первый шаг сделать. Может быть, какие-то интересные предложения, связанные с финансами, 8-й дом, чужие деньги. Ну, тут карта позитивная, хорошая. Паж жезлов — это всегда старт какой-то, перспектива, которая появляется, увлечение этой сферой может быть. Паж жезлов, когда мне эта сфера интересна, сфера финансов, сфера там развития, вложения куда-то денег. Также пажик, он любит еще посоревноваться, посоперничать с другими. Там хочется зарабатывать, например, больше, чем зарабатывает мой коллега, там, или больше, чем зарабатывает моя сестра. То есть вот у пажа жезлов еще есть такое желание посоперничать. Ну, с учетом двойки жезлов, может быть, тоже. Но я не могу сказать, что здесь что-то плохое. Единственное, здесь паш — это он как ребенок. Тут, конечно, ну, еще с учетом того, что и в настроении ребенок тоже паш. Тут как бы, может быть, мне карта говорит о том, что вы можете под влиянием этих пажей вести себя как дети с деньгами. Может быть так, в этом опасность. А ну сейчас. Покажите мне, я же правильно понимаю, что здесь перед овнами открываются какие-то новые перспективные возможности в плане заработков по пажу. Возможно, даже это через какие-то хобби, интересы. Я правильно понимаю? Появление новых заработков. Да или нет? Да, сотрудничество. Через сотрудничество. Благодаря какому-то другому человеку к вам могут приходить деньги. Вопрос, как вы потом с ними будете обращаться, наверное, здесь стоит. Скорее всего, что эти деньги можно было бы еще куда-то вложить, ну или как-то там их сохранить, накопить. А здесь возможно, что вы можете как-то вот неразумно подходить к этому. Я правильно поняла, что здесь речь идет о больших суммах денег, потому что Плутон и 8-й дом. Я правильно поняла? Это может быть прям большая какая-то сумма денег. Это может быть большая сумма денег. Да, и это что-то еще связано с прошлым.
с прошлым. Может быть, даже вы этого человека знаете, может быть, он имеет какое-то отношение к вам как родственник, как вариант. Либо это кто-то с предыдущей работы, как будто бы из прошлой жизни. Эта история как будто бы возвращается. Но оно и понятно, потому что у нас с вами идет коридор затмений с 14 по 28. И сейчас вот эти все прошлые истории какие-то, они будут всплывать. Поэтому тут вполне может быть. Но я не могу сказать, что для вас это... С одной стороны, это как бы хорошо, я просто не могу понять эту историю. Ну, потому что она не со мной происходит, поэтому я не могу ее раскусить. Я понимаю, что это как будто бы что-то хорошее для вас, но при этом мне карты намекают на то, что вы можете потерять. Я просто не могу понять, почему. И, у меня ощущение, что из-за вашего какого-то неправильного поведения, как будто бы такого, как ребяческого. Сейчас спрошу. Я правильно понимаю, что здесь овны могут упустить эту возможность или неправильно ей воспользоваться из-за какого-то детского поведения? Я правильно понимаю по пажам? Из-за неразумного какого-то подхода к этим деньгам, да или нет? Ну нет, не так. Ну вот что-то не так, но я не пойму, что не так. Вот честно, не могу понять. Здесь вроде как хорошие возможности, но вы ими почему-то неправильно воспользуетесь. Ладно, смотрим с вами здоровье. Туз жезлов, прекрасная карта. Туз жезлов показывает, что вы действительно переполнены силами, энергией, хорошим здоровьем, хорошим самочувствием. Здесь я бы даже сказала, что чрезмерно много энергии. Ее прям вот надо куда-то будет вам направлять. А иначе она будет выливаться в психи, либо наоборот в какие-то эмоции. Как легче всего? Легче всего через спорт. Спорт, там, не знаю, танцы, то есть нужно двигаться, много ходить, много гулять, потому что здесь, видите, карты показывают, что нету активности, да, как таковой, чтобы было, где-то можно было ее потратить, эту энергию, потому что много раздумий, много каких-то там предложений, над которыми надо думать, а тут надо энергию тратить, а не думать. Поэтому очень хорошо, если бы вы на этой неделе бы как-то придумали себе способ, куда девать эту энергию. Ее надо куда-то направить, в какое-то мирное русло, так сказать. В общем, вот такая неделя. Я вам скажу, что даже очень, очень даже хорошая. Здесь вот именно 8-й дом и Плутон, они просто проиграются, как речь пойдет о какой-то крупной сумме денег. У меня по ощущению, что как будто вам кто-то ее или вернет, или отдаст, или там что-то предложит. То есть как бы для вас это идет плюсом. Но тут вопрос, что вы дальше с этим сделаете. Вот тут вопрос. Так, значит, читаем совет. Калькулятора не вижу. Сейчас поищу. Подождите, паузу. Так, значит, смотрим. Пажа не считаем. Единичка. Плюс 2. Пажа не считаем. Ну тут считать нечего. 2, 1, 1. 4 получается. Четвертый старший аркан выпадает как совет. Четвертый старший аркан – это император. Четверочка. Император – это про контроль. Он всегда, если выпадает как совет, говорит, ты должен контролировать свою жизнь. Все считать, взвешивать, анализировать. То, что вы делать не будете, потому что у вас выпадает настроение паш. Это ребенок. Император – это отец, а паш – это ребенок. Поэтому вы не ведете себя как отец, вы ведете себя как ребенок. Ну, а карты советуют, понимаете, советуют все-таки как-то иногда вспоминать, что вы взрослый человек, что перед вами стоят какие-то ответственные дела, перед вами появляются какие-то интересные предложения, где нужно хорошо все взвесить и обдумать, а не просто поступать по наитию или там хочется, не хочется, да, вот поэтому здесь император про то, что нужно взять жизнь в свои руки на этой неделе и стараться все-таки вести себя как-то очень дисциплинированно. Я думаю про это. Либо второй вариант – найти этого императора в своем окружении, человека, который уже имеет какой-то авторитет, статус. И, может быть, с ним проконсультироваться, посоветоваться, если вот, например, приходит это предложение или какие-то вопросы возникают с большой суммой денег, тогда консультироваться с ним. Если вы сами не можете разобраться в этой теме, тогда вот искать этого императора, и он точно вам подскажет правильный
даст какой-то правильный совет, правильное наставление, направит вас и так далее. Поэтому тут так тоже можно еще читать. Такая информация для вас, Овны, на эту неделю. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.